Приветствую вас, дорогие львы, вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на неделю с 11 по 17 марта. Эту неделю я пишу не на круглой колоде, а на своей новой горизонтальной. Называется она «Панорама», потому что круглая мне нужна в триместрах. Я буду уже писать триместры. Ну, так все как обычно. Смотрим. Львы, период с 11 по 17 марта меня интересует. Покажите мне настроение львов, личную жизнь, работу, деньги и здоровье. 5 карт подряд. Львы. Так, это ваше настроение, личная жизнь, семья, работа, учеба, дела, деньги и состояние здоровья ваше. Кубики, покажите мне, пожалуйста, для львов период с 11 по 17 марта. Угу. Ну, для вас на первый план выйдет работа. Работа, карьера, социальный успех. Это может быть статус. По 10-му дому часто у нас меняется статус. То есть социальная жизнь у вас будет бурлить. Посмотрим, потому что еще эта карта покажет. Это будет в лучшую сторону или в худшую. Дальше, значит, смотрите, и выпадает ваш знак зодиака. Ну, то есть, как бы все внимание, скорее всего, вы будете уделять себе, да, и своей жизни, я думаю. Ну, либо, если у вас есть в окружении другие львы, тогда общение с другими львами. И плюс выпадает южный узел. Южный узел показывает, что заниматься вы будете, в принципе, теми делами, которые... Ничего нового в вашей жизни особо не произойдет по южному узлу. Никаких стрессов, никаких переживаний. Поэтому я не думаю, что здесь 10-й дом плохо проиграется. Потому что бы ни произошло, южный узел всегда показывает, что мы знаем решение, мы знаем выход, и мы особо не волнуемся. Ну, давайте разбираться. Настроение ваше. Ну, видите, рабочее. Карта работы. Причем работа такой, знаете... очень скрупулезной. Эта карта всегда показывает такого дисциплинированного, внимательного, сконцентрированного работника. На своем деле сконцентрирован. Видите, тут сколько инструментов у человека. Вот так у вас. Вот вы прям настроены пахать. Вы настроены пахать для какого-то результата. Вы хотите, возможно, что-то доделать. Потому что, видите, он заканчивает работу. Вот он работает, у него 2 пентакля осталось доделать. Все, в общем, весь ваш фокус внимания будет в работе. Эта карта мне только подтвердила. Опять же, стихия Земля, не ваша стихия. Стихия также подтверждает, что вы будете очень практичны. Вы будете, возможно, где-то дотошны даже местами, придирчивы, критичны к себе по этой карте. Ну, человек, который качественно делает свою работу. Хорошо, давайте смотреть по сферам, как это отразится на сфере жизни. Личная жизнь. Угу. Карта дьявола. Карта дьявола. Ну, сейчас мне надо узнать. Скорее всего, это кто-то в семье себя будет так вести. Это не вы, потому что у вас немножко другое состояние. Покажите мне, пожалуйста, вот это состояние дьявола. Это у кого-то из членов семьи, это кто-то в доме себя так ведет. Кто-то в семье себя так ведет по дьяволу, да, нет? Да, это кто-то в семье себя так ведет. Возможно, будет пытаться вами управлять, манипулировать. То есть вы как бы будете, знаете, вы будете как марионетка в руках вот этого члена семьи. Вы как кукла, а он как кукловод. Пытается вот вас через какие-то хитрости, манипуляции направить по тому пути, который выгоден этому человеку. Ну, в любом случае, для вас это карта предупреждения. В любом случае. Это всегда еще соблазн. Например, если вы находитесь в отношениях, то карта дьявола показывает, что вас пытаются соблазнить, обмануть, обхитрить. Поэтому однозначно это предупреждение. Эта карта всегда говорит, ты идешь не тем путем. Обрати внимание, ты играешь с огнем в отношениях. Так что это для вас предупреждение. Постарайтесь контролировать свои желания. Это карта сильных желаний. Когда я вот очень сильно чего-то или кого-то хочу, допустим, а это нельзя. И вот именно по дьяволу я не могу себе отказать. Так что здесь в любом случае для вас предупреждение.
Кто-то вас может либо соблазнять, либо подавлять. Вот так. Давайте посмотрим работу. Мне больше всего вот эта карта интересует. Ага, смотрите, тут жезлов. Вас ждет какой-то старт, новое начинание, новое предложение по работе, новый проект, новый заказ. То есть это прям вот старт. Единичка всегда показывает первый шаг. Тут еще, знаете, не факт, чем это все закончится. Единичка — это только вот первый шажок. Там еще будет двоечка, где появятся сомнения, стоит мне делать или нет. Это еще только-только начало. Еще не факт, что это все хорошо закончится. Но есть большая вероятность, что вам могут сделать какое-то интересное предложение. Вы можете чем-то загореться от жезлов. Бывает так, что не кто-то нам делает, а мы сами чего-то сильно хотим и пробуем, не боимся. Так что можете чем-то, какой-то новой идеей загореться. Вы точно будете очень энергичны в работе. И я думаю, что вот этот новый проект или какое-то новое предложение поменяет ваш статус по 10-му дому. Ну, возможно, это будет повышение в работе какое-то, вот, когда вы поднимаетесь по карьерной лестнице. Или, допустим, уходите из найма в свой бизнес. Там, то есть это что же повышение статуса для человека. Потому что вот именно по тузу жезлов прям бывает желание заняться чем-то своим. Вот прям как что-то тебя как будто бы толкает вперед. Так что вот так. Очень хорошая карта для работы. И очень хорошая для тех, кто ищет работу. Опять же, старт, единичка, начало. Единичка, это, знаете, как такой росточек. Вы посадили зернышко, и когда-то из этого зернышка будет какой-то вот урожай. Ну, пока это только зернышко посажено. Опять же, вы же понимаете, да, то есть зернышко посадили, оно начнет прорастать, все зависит от погоды. Погода будет хорошая, будет все прекрасно. Будет плохая, возможно, это зернышко и не сбережете. То есть это только зачаток такой. Но всегда хорошо начинать. Не нужно, да, вот планировать и думать, что будет как-то не так, пойдет что-то не то. Всегда нужно надеяться, что все будет хорошо. Смотрим деньги. Угу. Может быть рост доходов по тройке кубков. Могут быть подарки. По тройке часто деньги увеличиваются не за счет того, что мы стали больше зарабатывать и больше, допустим, там больше заказов сделали, больше получили. Нет, здесь больше идет увеличение дохода за счет других людей. Допустим, там кто-то в семье еще получил зарплату, или кто-то сделал подарок, кто-то помог, да, вот видите, там благотворительности, родители или взрослые дети финансово помогли, какую-то там копеечку дали. И карта показывает, что деньги у меня увеличатся за счет других людей, за счет их щедрости, такой вот щедрости и доброты. Так что по финансам хорошо, карта урожая, зарплата может быть. То есть эта карта еще показывает, что мы что-то делали, и теперь мы за это получаем деньги. Так, ну и здоровье хватит или нет вам? Ой, по здоровью башня выпала. Знаете, что тут, во-первых, самое важное, я вижу, остерегаться нужно огня на работе. Вот если ваша работа связана с огнем, ну каким-то образом, кухня, свечи, какие-то там заводы, цеха бывают связаны там, где огонь. Прям вот это предупреждение, вот прям восклицательный знак для вас. Держитесь подальше от огня. Что такое башня? Башня – это катастрофы. То есть это когда происходит, например, когда люди там ломают кости, когда люди обжигаются, получают сильные ожоги, когда случаются сердечные приступы, вы поняли, аппендициты, это вот все башня. То есть это когда происходит как взрыв, резко бабах, и все, и это проблема. Поэтому тут можно предостеречься, и даже нужно, я бы сказала. Просто нужно быть максимально осторожными на этой неделе. Постараться этой башни избежать. Постараться. Аварии тоже вот могут быть. Если, например, вы водите, нужно быть очень осторожными на дороге. А лучше вообще не водить на этой неделе. Ну, в общем, быть максимально осторожными, может быть, удастся эту башню избежать. Но если нет, то карта показывает, вот будет какое-то заболевание, но оно будет резким.
Вот ни с того ни с сего, там, не знаю, зуб заболел ни с того ни с сего. И нужно, и вот по башне мы не можем откладывать. Это не так, что, знаете, вот, ой, ну схожу на следующей неделе. Нет, если башня произошла, то это прям вот чуть ли не до скорой. Это прям надо скорую вызывать, потому что состояние критическое. Так что, вот, к сожалению, видите, выпала прям карта, которая очень-очень предупреждает человека. Вот я вас предупреждаю через нее. Если вдруг что, не тяните, а именно сразу же обращайтесь к врачам или вызывайте скорую, потому что здесь может история плохо закончиться, если вы будете тянуть. Здесь тянуть нельзя. Опять же, смотрите, и огонь дома, дьявол, только увидела огонь. Тут огонь и на работе, и дома, поэтому у кого-то, может быть, и дома проиграется. В общем, надо быть осторожными с огнем в первую очередь. В первую очередь с огнем. Так, а теперь считаем с вами, что за предупреждение здесь будет, что за совет. 8 плюс дьявол 15, плюс 1, плюс 3 и плюс 16 башня. 43, 4 плюс 7 колесница. Ну, а колесница это всегда, знаете, такое вот стремительное движение вперед. Это как вот и туз жезлов. У меня есть цель, у меня есть какая-то идея, и я вот, несмотря ни на что, там, преодолевая все преграды, бегу к этой цели. Это, конечно, хорошо, это прекрасно, да, когда вот у человека есть эта цель, задача, и он понимает направление, и он что-то для этого делает, движется. Но мне не нравится вот эта башня, тем более в сочетании с колесницей. Минус колесницы как раз в том, что если ты едешь слишком быстро, ты можешь эту колесницу не удержать, она может, ну, рано или поздно перевернуться. Там наскочишь на какую-то кочку, выскочит там какое-то животное на дорогу, да, то есть и все. Поэтому предупреждение. Я думаю, даже здесь больше как бы совет. Если очень сильно загорелись, все-таки не гнать коней, не гнать, а как-то вот немножечко даже притормаживать себя. Вот смотрите, быть поосмотрительней. 8 пентаклей. Поосмотрительней, повнимательней. Сейчас спрошу, я правильно поняла, что здесь как раз львам гнать нельзя. Нельзя, нужно как раз наоборот быть поосторожней. Поспокойней, поосторожней. Тише едешь, дальше будешь. Я правильно поняла у львов? Да, нет? Да, тише едешь, дальше будешь. Видите, конь идет спокойно. Он не несется галопом, как в рыцаре жезлов. Спокойно, тише едешь, дальше будешь. Так что вот такая у вас задача на этой неделе. Ну, а понятно, что этот туз жезлов, он вас будет как бы, и плюс колесница будут вас подгонять вперед. И вот, возможно, в погоне вперед вы можете как-то травмироваться. Такое вот предупреждение. Я же не говорю, что это произойдет. Мы для этого с вами прогнозы делаем, чтобы этого избегать, а не чтобы это происходило, и потом как факт сравнивать. Так что вот так, Левушки. Благодарю за внимание. Надеюсь, все у вас будет хорошо.